В Якутский городской военкомат с самого утра не протолкнуться, во всех кабинетах длинные очереди. Неудивительно, в Якутии начался весенний призыв. До 15 июля из столицы республики отдавать долг родине отправятся почти 1000 парней. С подробностями Елена Ефимова. Как показывает статистика, в последнее время число молодых людей, желающих пойти служить, увеличивается. Только за 2015 год с Якутии отслужили около 4000 молодых людей. Помимо этого, 1800 парней добровольно подписали контракт на военную службу. По плану у нас как и есть, город Якутск выполняет половину призыва республики. У нас задание 1000 человек призвать в армию. Верин Солитовченко, 25 лет, молодой человек. После университета работал по специальности в фирме. А в этом году парень добровольно решил пойти на службу, а дальше связать свою жизнь с армией. Каждый должен испытать службу в армии, потому что мужик должен служить и долг родине отдать. За 2 призывные кампании в этом году с Якутии поедут служить более 3500 парней. Молодые люди проходят медосмотр. В случае негодности гражданина к военной службе по состоянию здоровья направляется на медицинское, амбулаторное или стационарное обследование. Список заболеваний и соответствие категории годности каждому заболеванию зафиксировано в расписании болезней. Напомним, что идеальным является категория А. Следовательно, с таким здоровьем ребята могут служить в элитных войсках. Сейчас категория годности повышается из года в год, потому что эта тенденция прослеживается после 95-6 года, когда был в стране кризис. Граждане 91-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го годов, они более-менее по здоровью были не годны. Сейчас категория годности повышается, и мальчики хотят служить, и именно хотят призываться с категории годности А. Ребята, прошедшие медкомиссию, ожидают отправления в воинские части на распределительном пункте в Якутске. Первая волна отправится служить в родине в ближайшее время, но точная дата неизвестна. Точнее, это государственная тайна. Елена Ефимова, Василий Соловьев, НК «Саха-Якутск».